Всем привет! Мы с кратким дайджестом о том, что произошло в Кыргызстане на этой неделе. Одной из самых взрывных новостей стало разоблачение наркогруппировки под замысловатым названием «Принцесса Дури». Хотя, как выяснилось, закрытый телеграм-канал под одноименным названием существовал несколько лет. Горе-наркодилеры, не желая того, разоблачили себя сами, сняв видео с избиением закладчиков. Ролик моментально завирусился в социальных сетях. И после общественного резонанса правоохранителям пришлось обратить внимание на деятельность онлайн-магазина. 3 участников преступной банды задержаны, и, скорее всего, это лишь мелкие рыбешки в этой сети. Милиция разыскивает остальных причастных. Провинившихся наказывали жестоко и унизительно. Торговцы увозили в безлюдные места закладчиков наркотиков, избивали и заставляли просить прощения у интернет-магазина за украденный товар. Происходящее снимали на камеру и отправляли кураторам. В столичной гостинице нашли труп мужчины и 2 женщин. По информации СМИ, гражданин Пакистана отдыхал с 3 местными девушками. Компания распивала алкогольные напитки и употребляла синтетические наркотики. Одна из девушек уснула раньше, что и спасло ей жизнь, а когда проснулась, увидела, что все спят. У одной из подруг у рта застыла пена. По предварительным данным, у всех 3 произошла передозировка наркотиков. Труженика Зиядина Джамалдинова раскритиковали в социальных сетях, а все из-за фотографий, на которой глава Орской области полит грядки и сажает деревья. Однако на этих снимках не только губернатор с тяпкой, но и целая съемочная группа. Вот за это и досталось Джамалдинову. А что такого, что губернатор решил с 3 камер одновременно запечатлеть свой труд? В нынешнее время не фотографируешь, значит не работаешь. Ранее депутата Джоргу Кенеша требовали отставки губернатора и обвинили его в присвоении государственных земель. В Бишкеке водитель сотой маршрутки нашел в салоне кошелек с 15 тысячами сомами. В портмоне не было никаких контактов, и мужчина выложил видео в соцсетях. Позже на связь вышел хозяин кошелька и поблагодарил водителя. Оказывается, он вез деньги, чтобы расплатиться с долгами. Последнее желание ветерана Великой Отечественной войны не исполнилось. В Бишкеке на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Августовский. Его последним желанием было, чтобы похоронили его рядом с женой на юго-западном кладбище, где он выкупил место 20 лет назад. Сейчас на том кладбище запрещено захоронение. Ветеран потерял документы о покупке места и просил чиновника мэрии помочь ему, но обещания никто так и не выполнил. Ветерана похоронят на селекционном кладбище. Коррупция в антикоррупционной службе. При получении 100 тысяч сомов задержали главу антикоррупционной народной службы. По данным Генпрокуратуры, мужчина вымогал деньги за решение вопроса по уголовному делу. Сначала он требовал 200 тысяч сомов, затем вымогал еще 4000 долларов. С другими новостями вы можете ознакомиться на наших страницах в Instagram и TikTok. До встречи!